vatanım, seni çulkan kabatlarım ben, candan çok seni sevdim. Benim için ana babamsın, beni saklap korçalarsın sen, candan çok seni sevdim. Бул ырдын сөзүн Борбор Азиянын тургундары оңой эле түшүнөт. Ал Крым жарым аралыктын түпкү калкына арналган. Крым татарлары биздин аймак менен байланышы күчтүү. Мы, крымские татары, являемся тюркским народом. И это, наверное, самое главное, то, что нас связывает. А с некоторыми народами Центральной Азии у нас очень близкие языки. С некоторыми чуть-чуть, может быть, отдаленные языки, но, по крайней мере, кыргызский язык один из очень близких к крымско-татарскому языку. Крым татар элинин тагдыры 20-кылымда өтө кайгылуу эле. Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында жалпы эл репрессияга кабылган. В 1944 году весь крымско-татарский народ был депортирован, изгнан со своей родины. И почти что полстолетия, полувека мы жили большей частью в Узбекистане, но немного в Казахстане и немного в Кыргызстане. Сталиндин чечими менен ошол күндөрү дээрлик 200 000 адам Крымдан көчүрүлгөн. Алардын көбү жолдо каза болуп, калгандары бөтөн жерде жан сактоого аргасыз болушкан. После депортации 1944 года мы попали в Узбекистан. Вообще-то довольно благополучный регион, Джанская область. Там было меньше смертностей. А вот такие, как Джизак, Бухара, там массово умирали люди. Мы за годы, первые 2 года после депортации потеряли где-то более 40% наших людей. Бирок бардык жагынан басынтуу жана эң оор шарттарга карабастан эл өзөк тамырларынан арылган жок. Крым татарларынын жаңы тарыхый адилетсиздикке каршы күрөштү улантты. Алардын эң активдүүлөрү абакка камалып, болгон азапты чегишти. Конечно, людей, как обычно, тянет в места, где долгое время прожил. Но меня почему-то Узбекистан совершенно не тянет. У меня Узбекистан всегда ассоциируется с ташкентской тюрьмой. Потому что как чего арестовывать туда, в ташкентскую тюрьму. Хотя, конечно, были и светлые дни. Там много прекрасных людей, в том числе с узбеков. Я быстро как-то научился узбекскому языку. На узбекском все друзья были узбеки. На узбекском говорил куда лучше, чем на родном языке. Тоталитардык Совет бийлигинин режиминин жылдарында дагы Крым татар эли өз укуктары үчүн күрөшүн уланта берген. Более полвека боролись за возвращение на свою родину. Сотни людей прошли через тюрьмы, лагеря, хотя у нас национальное движение было без применения насилия. Чисто такими демократическими методами, митинги, демонстрации. Но тем не менее, многих бросили в тюрьмы, кое-кто из тюрьм вообще не вышел. Перестройка учурунда Крым татарлары мекенине кайтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, Крымга келе башташты. Бирок алардын үйлөрү, жерлери эвак эле чогуу адамдарга өтүп кеткен. Ал эми жарым аралдын түпкү эли өз мекенде этникалык катчылык болуп чыкты. Элдин өздүгүн жоготуп алуу коркунучу Крым татарлары үчүн башкы коркунуч болду. 50 лет насильственного удержания за пределами своей земли, в это время на нашу территорию поселили другими людьми. Вот это все привело к тому, что для нас сегодня самоопределение не просто самоцель. Это как обязательная форма, механизм для нашего выживания и возрождения. СССРдин кулашынын алдында 91-жылы Крымда референдум өткөрүлгөн эле. Анын жыйынтыгы боюнча анын автономиялуу статусуна катышуучулардын 90%-тен ашыгы добуш берди. Бирок 1,5 миллион добуштун 3000 гана Крым татарларына таандык болуп чыкты. Крым татарларынын көбү Крымда жашап турууга уруксаты жок болгондуктан добуш бере албай калышты. Ошентип жарым аралдын түпкү элдин кызыкчылыгы көз жаздымда калган эле. Государство образующая нация украинская
отличительно по культуре, по языку. Для нас очень важно законами установить особые механизмы и возможности для нашего развития и сохранения. И поэтому мы говорим о статусе Крыма как о национально-территориальной автономии. Проще говоря, мы хотим, чтобы в Конституции Украины очень четко было указано на то, что источником этой автономии является крымско-татарский народ, и больше никто. Киев должен был бы давно исправить ту ошибку, которая была допущена в 1991 году, последние месяцы существования СССР, когда в феврале 1991 года решением Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики Крыму был предоставлен статус автономной Советской Социалистической Республики, и практически тогда Киев накануне распада СССР создал на своей территории русскую автономию. И это была такая, знаете, бомба замедленного действия. Киев, конечно, эту дискриминационную политику в отношении крымских татар не поддерживал, но и каких-то эффективных мер по защите наших прав тоже не делал. И поэтому нам было очень сложно, вплоть до самого последнего времени крымские татары были на своей же земле наиболее дискриминируемой частью населения. Я так скажу, что хотя они, скажем, к 2014 году составляли где-то 13,5% населения полуострова, а в структурах власти их было не более 1,5–2%. Ошого карабастан 91-жылдан бери Украина демократиялык жолун тандап алган. Ал жерде дагы Кыргызстандагыдай саясий толкундоолор, митингдер, бир нече революциялар болуп келген. Бул саясий процесске Крым татарларынын лидерлери да активдүү катышып келчү. Өз элинин кызыкчылыктарын коргонуу улантты. Алар бир нече жолу жогорку Раданын депутаты болуп шайланган. Бирок 14-жылы баары өзгөрдү. 20 февраля 2014 года все внимание украинцев приковано к центру Киева. Тогда многие не знали, что северный сосед готовит удар в спину. Украинская разведка фиксировала, что десант из Тузлы, Рязани, Кубинки воздушным путем перебрасывали в Анапу и Ростов-на-Дону. На первом этапе эти подразделения скрыто перевозили в Крым российскими кораблями «Азов» и «Фильченков». 20 февраля 2014 года разведка зафиксировала перемещение колонн с российскими военными по крымским дорогам. 23 февраля 2014 у Севастопольского горсовета прошел пророссийский митинг. При этом военные без опознавательных знаков уже готовились захватывать ключевые объекты на полуострове. Крым аннексиялангандан кийин референдумга даярдануу учурунда орус бийлиги Крым татарларынын лидерлери менен дароо сүйлөшүүгө киришкен. Жарым аралды басып алуу үчүн Кремль жергиликтүү лидерлердин колдоосуна өтө муктаж эле. За 4 дня до этого референдума у меня был довольно длительный телефонный разговор с Путиным, который говорил там, что чуть ли не райскую жизнь нам обеспечит в российском Крыму. Мы сказали, я сказал, что вы нарушаете международное право, вам лучше убраться с нашей территории. А он все повторял, вот воля народа, там референдум. Я говорю, референдум ваш никто признавать не будет, а мы уже приняли решение их бойкотировать. Крым татарларынын бул бойкоттун негизги себеби көп жагынан СССРге окшош Орусиянын авторитардык мамлекеттик түзүмү болгон. Ал доордо крымдыктар бардык кыйынчылыктарды башынан өткөрүштү. Ал эми 14-жылдан кийин Крым татарларына каршы репрессиялар кайра башталганы таң калыштуу эмес. Перед началом обысков в домах крымских татар в поселках, где они проходили, ОМОН оцепил целые улицы. Сегодня в 6 утра я проснулась от того, что услышала грохот в дверь. Естественно, побежала разбудить своего супруга Османова Ирфана. Мы даже не успели одеться, они ворвались. Сразу я успела набрать брата Ирфана, Эрнеста. И они сразу нас забрали все телефоны. К нам сегодня пришли с обыском 6:15 где-то. Сначала зашли люди с автоматами, они по всему дому прошлись, сами посмотрели,
прошлись по всем в спальню сначала, все документы, все пересмотрели тщательно, все пооткладывали. Орусия Федерациясынын бийликтери Крым татар элин көйгөйлөрүн озеки түрдө тааныды. Крымское татарское население составляет только часть людей, которые проживают в Крыму. И я знаю, что далеко не все согласны с таким решением. Потому что говорят, если мы будем постоянно легализовывать самозахваты, то порядка никогда не наведем. Но я полагаю, и я прошу, чтобы меня люди, которые в Крыму живут, услышали и поняли. Все-таки вопрос с репрессированными народами – это отдельная тема. Местные власти должны найти такие приемлемые для всех решения, которые бы позволили имплементировать все, что прописано в законе. Я знаю, что это обсуждается в крымском парламенте. И если пока этого решения окончательного нет, то оно должно быть. Чындыгында Крым татарлары өз көйгөйлөрү менен өздөрү калышты. Өз жерлерин кайтара алышкан жок. Ал эми орусиячыл жаңы администрация калган тилкелерди өз кызыкчылыгы үчүн бөлүштүрдү. За время установления на территории Крыма российской администрации на протяжении 7 лет крымско-татарский народ наблюдает выступления представителей и российской, и подконтрольной ей крымской власти на разного уровня площадках, в том числе международных, относительно безупречного и беспроблемного жития крымско-татарского народа. Вопреки таким, несоответствующей действительности выступлениям, мы, крымские татары, считаем необходимым выразить свое несогласие с такой оценкой нашего положения, в качестве примера применяя лишь один вопиющий произвол, происходящий в Крыму с полянами протеста в Ялтинском регионе. Что такое поляна протеста? Это акция недовольства и несогласия крымских татар с бесчинством власти по дерибану крымской земли в обход ее истинных хозяев. В то время, когда крымские татары лишаются законного права на свою же землю, эта земля становится источником обогащения чиновников разного уровня. Көбүнчө аткаминерлердин жана олигархтардын мындай жогорку деңгээли Орусиянын президенти менен түздөн-түз маселелерди чечүүгө мүмкүндүк берген. Основной руководитель, простой русской фамилии Ротенберг, позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: ты что, выпил, что ли? Лучшие земли на побережье и миллиардные активы в санкционном Крыму. На южном берегу Крыма, в пышном парке поселка Месхор, расположен дворец Дюльбер, имение великого князя Петра Романова. Сейчас это санаторий, который тоже принадлежит Аркадию Ротенбергу. Раньше он отрицал, что купил Дюльбер и другие санатории в Крыму, но когда ему понадобилось взять на себя дворец Путина в Геленджике, рассказал все. Крым татар элинин тажрыйбалуу саясатчылары гана эмес, Крымда төрөлгөн билимдүү жаштардын өкүлдөрү жаңы муунууда Украина тарапта. Крымские татары – это свободные люди. Как минимум 30 лет мы прожили в свободной стране, демократической стране. Мы знаем, что такое свобода. Украина борется за свою свободу. Украина борется за свое достоинство, за свою честь, за свою территорию, за свое будущее. Борбор Азия элдеринде сыяктуу эле Крым татарларынын арасында күрөш абдан популярдуу. Грек-Рим күрөшү боюнча Европанын мурдагы чемпиону Февзи Мамутовдун Кыргызстанда жакын достору көп. Для меня честь назвать себя коллегой великих борцов из вашей страны, Айсулу Тыныбекова и Акжола Махмудова. Я с радостью встречу вас в уже свободном, неоккупированном Крыму. И мы эти темы обсудим и поговорим о том, как проходила война и какие мысли о том, чтобы не допустить подобной войны, не допустить подобного вторжения на свою территорию. Бүгүнкү күндө Февзи Мамутов Одесса областынын кеңешинин депутаты. Ошол эле учурда бул аймактагы Крым татарлар жамаатынын башчысы. Ал азыркы учурда Украина эли өз өлкөсүн гана коргоп жаткан жок деп эсептейт. Он борется за свободу, за демократию как таковую. Не только за свою, естественно. Он обороняет европейские страны, да, которые сегодня зовутся Европейским Союзом, с точки физически. Он борется за понятие свободы среднеазиатских, постсоветских стран с точки зрения идеологии. Потому что в Средней Азии должны услышать наши братья, они должны услышать о том и понять, прочувствовать то, что это не наша война, это совсем неправильная мысль. Повторюсь, враг будет один. Тот враг, который сейчас пришел ко мне в дом,
он там у вас в лице проданных, продажных, пророссийских вот этих лиц. Февзи Мамутов жетектеген Гончаренко атындагы окуу маданий борбору Украина армиясына ар кандай жардамдарды берип келет. Плетем сетки на фронт для наших защитников. Для чего не нужны вот эти сетки, получается? Для маскировки техники, для маскировки самих бойцов, для перевозки раненых. Они нужны много, всегда и для разных целей. Вы знаете, у наших сеток у каждой абсолютно есть имена. Вот эту, которую мы сейчас плетем, это Хаймерс. Потому что чтобы она защищала наших защитников, так же, как защищает их оружие, защищает нас сегодня. Мырзаларда четте калган жок. Борбор Азиядагыдай эле биздин салттуу тамакты даярдоого эркек касапчыга гана жүктөлөт. Самый вкусный момент приготовления еплова – это именно перемешивание. Вот обратите внимание, как это происходит, и сразу же нахлынул аппетит. Тяжело, нет? Ну, нормально. Приятного аппетита. Спасибо. Много и волонтеров организовывают в какие-то дни обеды, ужины, но наш плов всегда ждут с большим нетерпением. Именно ваш плов? Да, да. Такие вот и комплименты и нам и делают, и нам очень неприятно, потому что мы стараемся. Крым татарлары Борбор Азия элдерине тили жана каада салты жагынан абдан жакын түрк эл. Учурда ал Украинанын көз карандысыздыгы жана эркиндиги үчүн гана эмес, жалпы адамзаттык жана демократиялык баалуулуктар үчүн да күрөшүп жатат. Ошондуктан алардын Борбор Азия элдерине кайрылуусу абдан маанилүү. Даже самое маленькое государство может быть сильным, если оно опирается на свое общество, на свой народ. Поэтому государство, если мы под этим понимаем институты, механизмы, оно должно полностью опираться на свой народ, и тогда это государство, даже небольшое по своим размерам или по количеству своего населения, оно будет непобедимым для большого соседа. Быть в стороне от этой войны ни одной стране нецелесообразно, потому что если они покорят Украину, следующие на очереди будут соседи, другие соседи. И поэтому долг каждого в меру своих возможностей поддержать Украину. Çok seni